Вам надо оптику помыть. Обязательно завожу скальпель до полки, чтобы знать, куда дальше ликировать. Сергей Вячеславович, вы нас слышите? Таракаром. Вот, давайте. Сергей Вячеславович. Не слышу. А что, какой вопрос? Мы говорим, что, может быть, есть смысл оптику помыть. Нет, оптика неплохая, потому что мы делали максимально, что можно было смотреть. Вы думаете, немножко дымка есть? Нет, сейчас изображение вполне нормальное. Проводим сейчас ревизию органов малого таза. Хорошая картинка, изображение нормальное? Ну, да, можно. А что вы будете делать? Здесь у нас, вот, как предполагалось, имеется ячейковое образование. Убираем петель кишечника и сальники с малого таза. Ставим сейчас второй инструмент. Или пока неожиданности нет, небольшое количество крови. Я думаю, что, скорее всего, пациенты после менструации, поэтому здесь рефлюкс крови. А киста такая, что даже тенденция к перекруту есть. Ставим второй трахеар. Благодарю. Какая же ситуация? Доходит до... Хорошо, опять. Перекрою сейчас. Да, лучше не зубаться, губы замечательно. Он не очень зубатый, но все-таки более-менее. Итак, давайте горизонтик делаем. Осматриваем уже окончательно сейчас правые придатки, которые не измененные. Следим за тем, чтобы таракар не спускался на инструменты. Правый личник. Я думаю, что все идеально. Старое желтое тело, судя по всему, нормальная труба. Измененная. Претензий к трубе нет, и к личнику тоже. С левой стороны вот оно большое образование. Извлекаем его из области малого таза. Тяжелый, вот там бегает артефакт такой. Отслоивший лист, тут парочка таких, мы называем их артефактами. Так, давайте сейчас его извлечем тогда отсюда. А можно козерочек сейчас немножко расширить тогда, чтобы достать? Просто обычный покер. Хорошо. Чуть-чуть расширить, чтобы можно было достать, чтобы потом не потерять его. То есть вот с этим объектом пациент проживал очень долгое время, и, естественно, никто это не диагностировал. Такие находки эндоскопические бывают. Там еще одна такая подобная структура. Маленькая совсем, тоже заберем ее сразу же. Думаю, что это шнуровавшаяся жировая подвеска. Скорее всего. Так, поставили. Продолжаем. Сейчас таракан уже не нужен, но он не нужен. Если туда хорошо будет кофе, то и инструмент управления замечательный. Так, продолжаем бороться за кератому. Размером ее где-то сантиметров 4-5 примерно вообще. Извлекаем из области малого таза. Тяжелая структура. Извлекли. И довольно большая, то есть, видите, уходит она даже в ворот. Сейчас немножко цветность немножко делаем поменьше. Против нечего, то бликует. Не резкость, а цвет, освещенность немножко берем. Или на источнике света можно делать поменьше. Но все равно будет компенсировать, видите, блики идут. А вдали блики есть, да, на экране? Как картинка? Нормально. Есть небольшие блики, Сергей Вячеславович. Блики есть, да? Да, есть. Сейчас я попробую что-нибудь сделать получше. А баланс не делали? Баланс белого он делается, но... Нет, есть, снаружи делаем. Подержите, пожалуйста. Сейчас попробуем. Это не баланс, это надо ярко сделать сейчас. Сейчас, секундочку.
Окей? Немножко освещенности, источник света такой. Сейчас давайте по животу посмотрим, чтобы не было, не бликовало. Ага. Попробуйте немножко уменьшить его. Получается? Ну, все равно, ладно, бликует хорошо. Ярко это не темно. Да, большая тератома. Смотрим, что здесь от яичника остается. А вот второго такого нет инструмента, как... Что ладно. Прекрасно. И видите, все это уходит в ворота. Я, честно говоря, не знаю, что здесь остается от яичника здорового, но попытаемся что-нибудь оставить. Истонченная белочная оболочка. Нет, все-таки блики сильные. А второго такого нет инструмента жесткого. Вот такими разумчиками было бы хорошо. Это все-таки немножко мягковато для такой работы, вот этот инструмент, он слабо захватывает. Может быть, даже попробуем сейчас взять тогда диссектор. Вот перерастянутая белочная оболочка на дермоидной кисте. Я сейчас попробую. Потянется сейчас у нас. И очень тонкая, истонченная белочная оболочка, я боюсь, как бы у нас он не скрылась тератома, потому что очень-очень нежная здесь белочная оболочка, и под ней сразу находится сама тератома. Ну, это, в принципе, даже ничего страшного не будет, просто хотелось бы это сделать более эстетично, чтобы содержимое именно то, что мы ждем жирового, увидеть снаружи, а не в животе. Ну, то есть получится, получится, нет, то тоже в этом ничего страшного нет. Практически здоровые щитовые ткани я пока здесь не вижу. Может быть, что-то около ворот мы найдем. Это к вопросу о том, что протокольно говорят, что надо оперировать, если киста больше, чем 3 сантиметра. А если запрашивать, если она 2,8 или 2,7, ждать, пока она будет 3, и вот в конечном итоге может дойти до того, что мы идем уже на кучку условий, когда уже практически не остается вариального резерва. Поэтому мое мнение, что здесь не размер имеет значение, а все-таки, если пациент молодого возраста, стараться операцию сделать орган сохраняющий, лучше брать, пока еще сохранился какой-то вариальный резерв, сохранилась яичниковая ткань, если будем работать в таких условиях, пытаясь делать гистектомию без большого удовольствия, потому что практически у людей здоровой яичниковой ткани уже не остается. Тератома своим наличием просто выжила ее из жизнедеятельности. А может быть, что-нибудь останется, сейчас посмотрим. Вот что-то здесь есть вот немножко яичниковой ткани. Чуть-чуть. Да, вот вот этот инструмент более эффективный для проведения гистектомии, потому что лучше захватывает ткань. Там что-то соскальзывает потом. Стараюсь все-таки попытаться делать гистектомию, не скрывая содержимое, хотя белочная оболочка очень интимна. Стараюсь даже не захватывать зубчики, потому что можно вскрыть содержимое тератомы. И мы выбывающими движениями выводим тератому из яичниковой стромы. Так. Тут торопиться не надо. Попытаться все сделать все-таки вот тут уже видите, начинает скрываться. Очень-очень тонкие стенки кисты. Постараемся все-таки
максимально сохранить это для бага. Дебаг есть, да, если что? Дебаг есть? Отдельно. Я допускаю, что она может быть и двухкамерная, потом позднее. Может быть и двухкамерная, там, вы видите, там у ворот еще одна камера, как бы они, мне кажется, отдельные друг от друга. Допускаю такой вариант. Максимально оставляем строго все, что есть, вы ищете хорошего. Да? Камеру другую? Что, напрямую тебе или для этого? Да, конечно. Что? 100%. Не, ну мы сейчас посмотрим, что он там центричек. Вы знаете, он обладает такой способностью к регенерации и восстановлению, что, казалось бы, ну там почти ничего не остается, потом через какое-то время он начинает работать и аудировать даже. Сейчас посмотрим. Да, кстати, я спросил, а пациентка у него беременности были, роды? 4 детей? Прекрасно, как. Ну, нет, как рассмотреть. Ну, давайте все равно, 4 детей, 10 коров, и анализ выполнял. Нет, могу убрать, это проще, конечно. Делать одна состояние все, но давайте попытаемся. Посмотреть, что там можно оставить при таком большом распространении электричества. Попробуем сейчас с светлостью побороться. Сейчас пытаемся немножко убрать блики. Продолжаем пока работать, вы пытаетесь сделать. Получается? А значит, стремиться сделать тут несложно это. Просто интересно.